1 сентября – это особый праздник для всех, но особенно он важен для первоклассников и их родителей. Я ждал этого дня. Волнуешься? Да, Учительницу знаешь, да? Уже познакомился? да. Как зовут учительницу? Мария Владимировна. Кирилл, как ты будешь учиться? Хорошо. У меня есть цветок. Школы Якутска приняли еще одно поколение юных горожан. Более 5000 первоклассников, которые впервые переступят школьный порог. На линейке. Внука, хоккеиста, любимого. Самый младший внук или? Нет, еще младший есть. Хоккеист. В общем, очень активный мальчик. Очень активный мальчик. Ну, В какую школу идет? 23-ю. Ну, у них хоккейный класс будет. Так что он там стоит. Ну, в общем, нормально все. Мальчишка очень хороший. А вот для вас праздник 1 сентября что означает, с чем связан? Мурашки по коже. Мурашки по коже. А внучка закончила, и я сейчас вот начинаю вторую жизнь, третью, четвертую. Нормально все, все нормально. У меня на сегодня 35 детей. Все они вот стоят, ждут линейки. Все с радостным волнением ждем праздника. А что для вас означает 1 сентября? 1 сентября для меня это каждый раз я жду чего-то нового и хочу всегда вот нашим новеньким детишкам чего-то нового дать им. Хочу новых знаний. Родителям желаю терпения, удачи и сотрудничества с учителем. Первый школьный звоночек затрезвонил. На площади Ленина дан старт новому учебному году. Я уверен, что во исполнение указа главы республики о открытии в ближайшие 5 лет 12 тысяч новых учебных мест в школах города Якутска будут построены десятки замечательных новых школ, которые, конечно же, разгрузят переполненность сегодня наших, особенно центральных школ. Наши дети будут получать качественное, самое современное образование. Я искренне поздравляю всех первоклассникам, желаю долгих, хороших лет в школе, хорошего обучения, хороших знаний. Конечно же, желаю нашим выпускникам, чтобы достойно закончили школы в этом году. И, конечно же, учителям желаю хороших, умных учеников, а нам, родителям, чтобы наши дети всегда нас радовали хорошими оценками и примерным поведением. С праздником! И в небо взмыло сотни разноцветных воздушных шаров. Пусть наши шарики летят высоко-высоко в небо. Пусть наши мечты и пожелания сбываются. В добрый путь! Почему именно 1 сентября называется Днем знаний? Празднование 1 сентября уходит своими корнями еще в IV век нашей эры. А все началось с того, что один римский император провозгласил в 325 году начинать Новый год именно с этой даты. А в конце 15 века, в 1492 году, по приказу Иоанна III и на Руси стали встречать Новый год именно 1 сентября. В те времена все школы были при церквях, следовательно, и новый учебный год стал начинаться с 1 сентября. В Советском Союзе официального дня начала занятий сразу не было. Дети шли в школу только после окончания сбора урожая. И только в 1984 году Верховным Советом 1 сентября был признан официальным праздником, то есть Днем знаний. В этот день проходила торжественная линейка, после которой старшеклассники устраивали себе веселые пикники, а родители первоклашек накрывали дома праздничные столы. И хотя до 1984 года 1 сентября и не являлось красным днем календаря, все же большинство людей воспринимали его как настоящий праздник. Несмотря на то, что 1 сентября является международным праздником, далеко не во всех странах дети идут в школу именно в этот день. В Японии, например, начало учебного года приходится на апрель месяц, а заканчивается учеба в марте. В Америке вообще не существует конкретной даты начала учебы. В США этот день определяется каждым округом по-своему. В разных образовательных учреждениях дети идут в школу по-разному. Одни в июле, другие в августе, а третьи вообще в сентябре. А в Австралии начало учебного года приходится на зимний месяц февраль.
В Германии дети идут в школу в середине октября, когда полностью спадает летняя жара. Зато в Украине, в России, Беларуси, Чехии, Молдове, Армении, Туркменистане, Казахстане и странах Прибалтики 1 сентября официально считается днем начала учебного года, а также Днем знаний. 1 сентября не только открываются двери всех учебных заведений, а также отдается дань и почтение силе человеческого ума, который призван служить всему живому на нашей планете. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вот и распахнули двери все школы города Якутска. 1 сентября – особый праздник. Для кого-то это первый шаг к знаниям, а для кого-то последующий этап продвижения в жизнь. В школу рано мы идем, на рассвете встали, сумки с книжками несем, школьниками стали. Полтора миллиона маленьких россиян услышали свой первый в жизни школьный звонок. Всего же за парты сели около 15 миллионов детей. Дневник. Цветные карандаши. Телефон. А мы на телефоне, мы на уроке будем по телефону с вами разговаривать? Это если на переменах. Нет, ребята, телефон нельзя. Шары полетели, ребятишки всех классов, загадывайте желания. Уважаемые учителя и дорогие родители, мужества вам и терпения. Все будет хорошо. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru.